История Могилевского государственного университета имени Аркадия Александровича Кулешова насчитывает уже более 100 лет, и она неразрывно связана с историей нашего государства. Университет знаменит своими традициями и прежде всего людьми, сыгравшими большую роль в его становлении и развитии. Мы с вами находимся у знаменитой галереи руководителей нашего университета со времен его основания до сегодняшних дней. На втором портрете изображен Евгений Иосифович Бычков, руководивший нашим учебным заведением с 1918 по 1923 год. Еще 3 года назад на месте этого портрета было изображение горящей свечи. В нашем архиве не было ни фотографий, ни других документов об этом руководителе. Историки и краеведы университета решили исправить этот пробел. Была проведена огромная работа, в результате которой были найдены в архивах Санкт-Петербурга фотографии и личные документы Евгения Иосифовича Бычкова. Историю его жизни мы сможем проследить в нашем фильме. Евгений Иосифович Бычков с 1918 по 1923 год был вторым преподавателем географии и истории, вторым директором и первым ректором в истории становления и развития Могилевского государственного университета имени Аркадия Александровича Кулешова. Архивные поиски последних лет позволили пролить свет на этапы его жизненного пути. Согласно справке из личного дела студента Санкт-Петербургского университета Евгения Бычкова, он родился 20 января 1887 года в местечке Новый Быхов Могилевской губернии. Новорожденный был крещен через 12 дней 1 февраля этого же года в Новобыховской церкви Быховского уезда Могилевской епархии, что и зафиксировано в метричной книге под номером 26. Его родители, Иосиф Андреевич, 1852 года рождения, был персональным почетным гражданином и народным учителем. С 1 сентября 1875 года по 1 августа 1888 года он работал в Новобыховском народном училище, а с 1 августа 1888 года в Журавическом народном училище. Мать Дарья Николаевна, девичья фамилия Ждан, родилась в 1858 году. Евгений имел 4 братьев и сводную сестру Ольгу. В Новом Быхове и Журавичах прошло детство Евгения. Населенные пункты считались местечками и имели школы. В 10-летнем возрасте, в сентябре 1897 года, мальчик поступил в 1 класс Могилевской мужской гимназии. Позволили успешно пройти испытания, безусловно, родительские уроки. А в начале 20 века, 7 июня 1905 года, в возрасте 18 лет, Евгений получил аттестат зрелости об окончании 8-летнего обучения. Знакомство с аттестатом зрелости гимназиста показало, что за время обучения в Могилевской гимназии поведение Евгения было отличным. Исправность при посещении и подготовке уроков, а также в выполнении письменных работ хорошая. Старательность хорошая, а любознательность ко всем предметам значительная.
Это была его личная заслуга, результат старательности к реализации своих природных способностей. Уровень знаний, которые получали гимназисты, был чрезвычайно высоким. Успешное окончание гимназии давало возможность продолжить обучение в университетах. После получения среднего образования 5 августа 1905 года Евгений подал прошение на имя ректора Санкт-Петербургского университета и был зачислен в студенты физико-математического факультета. Родители не могли оказать существенную помощь своему сыну. В документах прямо писалось, что родители – люди бедные. Неудивительно, что уже в сентябре студент подал прошение о назначении ему материальной помощи и об освобождении от оплаты за обучение в связи с крайним бедственным положением, которое было удовлетворено. В следующем 1906 году Евгений Бычков был переведен с математического на филологический факультет. Евгений поступил в университет в год Первой русской революции. Основные революционные события развернулись тут зимой-весной, и до лета город казался спокойным. Тем не менее, учеба в Санкт-Петербурге в годы Первой русской революции не могла не отразиться на характере и стремлениях студента. В северной столице 19 февраля 1910 года Евгений Иосифович женился на Александре Григорьевне Богдановой. Оба были православными и впервые состоящими в браке. Таинство венчания в церкви Святой Татьяны при Ларинской гимназии Санкт-Петербурга 19 февраля 1910 года осуществил священник Константин Агеев. Жениху было 22 года, невесте 21.